Так, о чем мы будем говорить в ближайший час. На этой неделе, после перерыва в месяц, в горсуде Армянска возобновился судебный процесс по делу против лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Судебный процесс проходит заочно. Интересы Джемилева представляет его адвокат Николай Полозов. По его словам, за два судебных заседания, которые состоялись вчера, 10 сентября, и сегодня, обвинение продолжило представлять свои доказательства. И чтобы напомнить, в чем обвиняют Мустафу Джемилева, обратимся к первоисточнику и озвучим главное из пресс-релиза Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Далее цитата. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления приняты к производству уголовные дела, которые были возбуждены УФСБ по Крыму и городу Севастополю в отношении гражданина Украины, бывшего председателя Меджлиса Мустафы Джемилева. От себя добавлю, что Меджлис в сообщении Следственного комитета называют экстремистской организацией, хотя общеизвестный факт, что это представительный орган крымских татар, который по состоянию на сегодня возглавляет Рифат Чубаров. В 2016 году Верховный суд Крыма по иску тогдашнего российского прокурора Крыма Натальи Поклонской признал Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России и аннексированного Крыма. И возвращаясь к позиции обвинения, важно уточнить, что Мустафе Джемилеву предъявлено обвинение в попытке пересечения административной границы с полуостровом в мае 2014 года. На тот момент российские власти Крыма уже запретили Джемилеву въезд на полуостров, и, собственно, поэтому попытку лидера крымских татар попасть в Крым российские правоохранительные органы расценивают как незаконную. И, кроме того, Джемилева обвиняют в, цитирую, «небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов». За два судебных заседания, вчера и сегодня, суд в Армянске допросил свидетелей обвинения. Что это за свидетели и что они рассказали, мы будем говорить с адвокатом Николаем Полозовым. Он уже с нами на связи. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, после перерыва продолжились судебные заседания, слушания по делу. Собственно, расскажите новые подробности о том, что происходило в зале суда вчера и сегодня. Что касается судебного процесса, то мы сейчас находимся в стадии, когда обвинение представляет свои доказательства. И по регламенту, который был утвержден судом, в настоящее время обвинение представляет свидетельские показания, происходят допросы свидетелей обвинения, тех лиц, которые были допрошены в ходе предварительного расследования и были указаны в обвинительном заключении в качестве свидетелей обвинения. Всего это четвертый процесс по существу сегодня состоялся. За это время обвинение, защита и суд выслушали четырех свидетелей обвинения: свидетеля Фукала, свидетеля Небиева, и сегодня были заслушаны свидетели Кубединов и Егьяев. Что касается свидетельских показаний, то все они касаются событий 3 мая 2014 года по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Мустафой Джемилевым, обвинение в части 3 статьи 322. Фактически это люди, которые оказались там в тот момент. Они, скажем так, указывали разные версии, почему они там оказались. Например, свидетель Фукала, свидетель Небиев говорили, что они пришли намеренно для того, чтобы встретить Мустафу Джемилева, поскольку они уважают его авторитет и так далее. Например, свидетель Ильяев сказал, что он оказался там случайно, поскольку занимается частным извозом и просто привез туда людей. Но, тем не менее, смог рассказать ту обстановку, которая там происходила в тот момент. Фактически все допрошенные свидетели, отвечая на вопросы со стороны защиты относительно того, была ли там граница как таковая, обозначенная ясно, понятно, видимыми знаками какими-то пограничными, они затрудняются ответить. Никто не видел никаких пограничных знаков, никто не видел никаких пограничных столбов, контрольно-следовых полос и так далее. То есть большинство свидетелей говорили, что это дорога, трасса, которая идет от города Армянск в город Херсон. Это чистое поле, в нем находились недалеко от поста ГАИ один или несколько вагончиков, бытовок таких временных, и там находились вооруженные люди, какое-то количество вооруженных людей в форме. При этом никто никак не извещал людей, что там находится граница, что там пограничный режим.
Кто-то из свидетелей видел Мустафу Джемилева, в основном издалека. Кто-то не видел Мустафу Джемилева. Но никто из свидетелей не дал показания о том, что Мустафа Джемилев каким-то образом пытался прорваться сквозь оцепление вооруженных людей, продвинуться в сторону города Армянск и так далее, и так далее. То есть фактически установить, пересекал ли Мустафа Джемилев государственную границу Российской Федерации, как утверждает обвинение, или нет, на данной стадии пока невозможно. Интересная деталь заключается в том, что один из свидетелей заявил, что вооруженные люди применяли это оружие, стреляли в воздух и одиночными выстрелами, и очередями, при том, что все свидетели указали на то, что собрание людей было абсолютно мирным. То есть у них не было никаких предметов, которые можно использовать в качестве оружия, ни оружия как такового. И зачем понадобилось стрелять в воздух, совершенно неизвестно. Еще одна интересная деталь заключается в том, что после того, как люди приняли решение возвращаться оттуда в сторону города Армянска, они столкнулись с другой группой людей, которая находилась вдоль дороги и которая вела себя агрессивно по отношению к ним. Один свидетель сказал, что вот эти вот агрессивные люди разбили палкой стекло у автомобиля, который возвращался в город Армянск. А сегодня еще один свидетель заявил, что у одного из этих людей было ружье. То есть фактически там была еще какая-то группа людей с какими-то непонятными, по всей видимости, деструктивными целями. Николай, вот у меня в связи с этим вопрос. Как можно вменять попытку незаконного пересечения границы, если вот вы говорите, что свидетели на тот момент не видели никаких опознавательных знаков и, в принципе, не совсем понимали, логично не понимали, что это государственная граница, как это утверждает Следственный комитет? Вы знаете, абсурдное обвинение – это вообще визитная карточка репрессивных органов российских в Крыму, когда, не имея никакой фактологической базы, людей, фактически голословно отправляют в тюрьму на большие сроки. И здесь абсолютно такая же история, потому что граница – это же не просто какая-то прочерченная линия на земле. Это, скажем так, определенный комплекс, и нормативно-правовой комплекс, и материально-технический комплекс. Вот один из свидетелей говорил, что у него был опыт пересечения границы, но не в этом месте, а за городом Джанкой. И фактически он сказал, что да, там существуют какие-то строения, существуют какие-то процедуры досмотра, таможни находятся, пограничники. А 3 мая 2014 года за городом Армянск, в той местности, ничего подобного он не наблюдал. Поэтому, если мы говорим о, скажем так, нормативной стороне этого вопроса, то по состоянию на 3 мая 2014 года отсутствовал даже пограничный режим в той местности, поскольку в соответствии с российским законодательством пограничный режим вводится приказом Федеральной службы безопасности. Что касается города Армянской местности, расположенном за ним в сторону Херсонской области, то пограничный режим на этой территории был введен только в декабре 2014 года. То есть это будет использоваться стороной защиты как аргумент вполне логичный и обоснованный, что о каком обвинении идет речь, если границы, собственно, не было как таковой? Естественно, сторона защиты это будет указывать, и об этом мы будем говорить в прениях, но сначала, конечно же, мы хотим, во-первых, увидеть те доказательства и услышать, которые представляет сторона обвинения, и представить свои доказательства. Но если резюмировать вот эти вот 4 судебных заседания по существу, которые прошли по делу Мустафы Джемилева, то фактически свидетели обвинения оказались свидетелями стороны защиты и не сказали ничего, что каким-то образом указывало на совершение Мустафы Джемилева какого-то преступления по российским законам. И вот еще короткий вопрос, резюмируя, опять-таки, речь идет, я хотел бы вот уточнить, об уголовном деле, которое выделено в отдельное производство в отношении неустановленных лиц, которые встречали Мустафу Джемилева 3 мая. То есть ли угроза того, что не только Мустафа Джемилев, которого судят заочно, окажется фигурантом этого дела? То
То есть как вот с этим делом происходит? Я бы сформулировал это по-другому. Мы не знаем, выделено ли это дело в отношении установленных лиц, которые встречали Мустафу Джемилева. Дело в том, что Мустафа Джемилев, согласно данным следствия, приехал на автомобиле с кем-то, и вполне возможно выделенное дело касается тех лиц, а не людей, которые пришли его встречать. В любом случае, учитывая репрессивную направленность действий российских властей в оккупированном Крыму, я абсолютно не исключаю, что в конечном счете могут попытаться это дело развить дальше и попытаться привлечь к уголовной ответственности и тех людей, которые встречали Мустафу Джемилева, тем более, что была проведена очень большая работа следственными органами, были зафиксированы изображения этих людей, были проведены процедуры их опознания, и фактически на текущий момент, как минимум 150 человек из людей, встречавших Мустафу Джемилева, идентифицированы. И, конечно, потенциально они могут находиться в опасности. Большое спасибо вам, Николай. На связи с нами был адвокат Николай Полозов, который защищает лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Еще одно уголовное дело в Крыму также заочно слушается в отношении главы Меджлиса Рифата Чубарова. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении руководителя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по обвинению в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Опять речь идет о событиях уже фактически 6-летней давности. По версии следствия, Чубаров через своего заместителя Ахтема Чийгоза организовал протест крымских татар во время внеочередного заседания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. В тот день депутаты намеревались внести вотум недоверия органам власти в Киеве, сформированным после революции достоинства, и принять обращение к России, легитимизирующее ввод войск. Впоследствии российские правоохранители квалифицировали проукраинский митинг как массовые беспорядки. И с нами на связи, собственно, Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер. Расскажите, что с вашим уголовным делом происходит сейчас? Вот мы буквально до этого слушали, разговаривали с Николаем Полозовым, адвокатом, который говорили о деле против Мустафы Джемилева. Мое уголовное дело они начали рассматривать, они это российские оккупанты. К сожалению, не допустили адвоката Полозова в качестве моего защитника. Нашли такой повод, что якобы тут есть конфликт интересов при рассмотрении дела, поскольку Полозов был адвокатом у Ахтема Чийгоза. В общем, всякая такая белиберда для того, чтобы адвоката Полозова, который очень хорошо знает все обстоятельства уголовного дела против Ахтема Чийгоза, я почему и об этом говорю, дело в том, что обвинение против меня во многом поставлено, опирается на те материалы, которые российские следователи собрали при следствии против Ахтема Чийгоза. Еще добавили несколько отдельных томов, и таким образом суд начался при назначенном адвокате. Я с этим адвокатом поддерживаю связь в той мере, насколько это необходимо для того, чтобы получать информацию о состоявшихся судебных заседаниях. Сейчас некоторый перерыв, и, по-моему, в октябре будут продолжены заседания. Николай Полозов по согласованию со мной подал жалобу, и в Сочи буквально в ближайшее время, в Сочи, потому что там находится Третий апелляционный суд общей юрисдикции, будет рассмотрена жалоба Николая Полозова на то, что он не допущен в качестве моего защитника. Есть ли, вот в связи с этим вопрос, есть ли у вас ожидание, что все-таки Николай Полозов будет представлять ваши интересы в суде? Я думаю, что они сделают все для того, чтобы этого не допустить. Они торопятся с судом. Собственно, и участие наше в суде не вызвано какими-то ожиданиями о том, что мы каким-то образом
сможем отстоять справедливость, доказать, что российская оккупационная сторона сфальсифицировала все дело. Таких намерений у нас нет, потому что понятно, что на то это и есть оккупационный суд, для того, чтобы по соблюдению определенных формальных процедур утвердить тот приговор, который, в общем-то, они уже сами для себя определили в отношении меня или в отношении других крымстатар, которые судятся российскими оккупационными судами. Наше участие, оно важно с точки зрения доведения вот этих всех судебных процессов до международного суда. И вот этим обстоятельством, конечно, и связано то, что мы будем дальше добиваться, чтобы Полозов вступил защитником и по моему процессу, но даже не вступление его, это есть аргумент для международного, для Европейского суда. Рифат ага, у нас есть слушатель еще. Давайте послушаем его вопрос или реплику. Вы в прямом эфире. Можете задать свой вопрос или прокомментировать эфир. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый замечательный гость, все, кто слушает на 648 кГц. Кремля, это Александр из страны оккупанта, из Москвы. Это я без юмора, это действительно так. И у меня вопрос, вот сейчас вы сказали про Европейский суд, а каковы ваши действия, вот кроме Европейского суда, куда вы еще будете подавать? И насколько вам помогает украинская власть? У нас эта власть, все понятно, у нас бандиты и убийцы. А насколько помогает сегодняшняя украинская власть? И немного, если вы позволите, не по теме вопросов. Вчера я слушал Донбасс-Ралли, и вот не состоялось вот это совместное контролирование донбасских районов. Как вы к этому относитесь и как вы относитесь к тому, что, слава богу, это не получилось? А Крым-Ралли и Донбасс-Ралли, вам всегда удачи. Спасибо. Рифат ага, ну вот комментарии по поводу того, будете ли вы еще куда-то обращаться, кроме Европейского суда по правам человека. Ну, если есть желание, давайте ответите на этот вопрос. Смотрите, Российская Федерация сейчас себя ведет таким образом, что она практически не выполняет решения ни одного международного суда, если это решение, ну, скажем так, не соответствует ее интересам. В качестве примера я могу привести решение Международного суда ООН, в соответствии с которым Российская Федерация должна немедленно была отменить запрет на деятельность Меджлиса и разрешить свободный въезд-выезд лидерам Меджлиса крымского народа, мне, Мустафа Ага, другим моим коллегам. Вы знаете, что это решение не выполняется, не было выполнено в полной мере то решение Международного морского трибунала, но, тем не менее, все равно все эти суды должны рассматривать иски как граждан Украины, если мы говорим о Европейском суде по правам человека, или если мы говорим о международных судах, тогда иски Украины. Из всего этого, в общем-то, и будет складываться тот материал, по которому, я очень надеюсь, основываясь на который, я очень надеюсь, будут судить будущим международным трибуналом, который предстоит сделать, международный создатель, международный трибунал по рассмотрению преступлений, совершенных Российской Федерацией в отношении Украины. И мы же не можем на этот международный трибунал прийти с пустыми руками. Вот эти десятки, сотни дел, которые рассматриваются на разных уровнях, они и будут, в общем-то, составлять материал обвинения. Что касается второго вопроса по поводу инспекции представителями российской военщины и представителями сепаратистов позиций, которые занимает украинская армия, слава богу, эта так называемая инспекция не состоялась, несмотря на то, что господин Кравчук говорит, что через несколько дней такая инспекция все-таки состоится. Я очень надеюсь, что хватит благоразумия, чтобы настолько не унижать и не позорить украинскую армию и не размывать украинский суверенитет.
по отношению к собственной территории. Нельзя с бандитами, как собственными, так и внешними, идти на какие-то договоренности, а тем более тогда, когда они ставят ультиматумы. Рифат ага, а вот если вернуться все-таки к истории про уголовное дело в отношении вас, расскажите, пожалуйста, про историю, вот хотелось бы ее обсудить, в том числе во время этого разговора, историю с Укрпочтой, которая принесла вам на домашний адрес в Киеве письмо из Крыма и письмо из Верховного суда Крыма. Смотрите, дело в том, что между Украиной и Россией продолжают существовать очень много связей, которые регулируются международными договорами и другими какими-то соглашениями. Видимо, есть и соответствующие документы в сфере почтовых отправлений, осуществления связи. И, в общем-то, я бы никогда бы, не имел бы никаких претензий к этой сфере, коль такие документы все еще действуют, но дело в том, что я получил письмо, которое доставлено Укрпочтой, и на этом письме отправитель указан Верховный суд Республики Крым. То есть я получил международное почтовое отправление, которое полностью оформлено, собственно, на территории Российской Федерации, город Михайловское Ставропольского края, но на этом почтовом отправлении написано Верховный суд Республики Крым. Таким образом, я поставил вопрос о том, что почему у нас Укрпочта не занимается просмотр селекции почтовых отправлений для того, чтобы изымать незаконные почтовые отправления. Любые почтовые отправления, кем бы они ни были оформлены, но если в качестве отправителя стоит Верховный суд Республики Крым и указывается город Симферополь, там улица Павленко, дом 2, то такое почтовое отправление, оно не должно было поступить на территорию Украины. Ну и второй вопрос, конечно, вы знаете, когда получаешь вот такие почтовые отправления, очень тщательно упакованные, то всегда возникает вопрос, не может ли они в себе таить какую-то опасность для тех адресатов в Украине, кому эти письма адресованы. И поэтому второй вопрос, который у меня стоит, а занимается ли соответствующая спецслужба Украины упреждением возможности передачи через такие письма каких-то веществ, которые несут опасность для жизни получателя. Большое спасибо вам, Рифат ага, за комментарии, за то, что включились к нам в эфир. Я напомню, что это был Рифат Чупаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили мы с ним, в том числе, в первую очередь, говорили о том, что происходит с его уголовным делом в Крыму, где оно рассматривается заочно. А к нашему разговору присоединяется Александр Подробинник, российский журналист и диссидент. Александр, добрый вечер. Спасибо, что нашли возможность выйти к нам в эфир. Добрый вечер. Вот у меня такой общий вопрос, хотелось бы начать вот с общих вещей. Судебные процессы над крымскими татарами в целом и вообще внимание к аннексированному Крыму, они еще остаются вот в фокусе внимания правозащитников российских или все же понемногу вот интерес падает к полуострову? Как вам кажется? На самом деле со стороны российских правозащитников интерес к судебным процессам в Крыму никогда не был достаточно большим. Я бы сказал так, достаточно адекватным. Это всегда где-то было на периферии. И отчасти на периферии внимания общественного. И отчасти это может быть вызвано тем, что Крым все-таки среди правозащитников считается украинским, а не российским. Это как бы украинское дело. Это с одной стороны. А с другой стороны ограничены возможности для посещения Крыма, для каких-то таких хороших контактов с людьми в Крыму в силу того, что невозможно законным образом туда въехать, в Крым.
А вот, говорим сегодня мы об уголовном преследовании лидера крымских татар Мустафы Джемилева и главы Меджлиса Рифата Чубарова. Вам, как российскому правозащитнику, как кажется, вот какой сигнал местные власти российские в Крыму пытаются вот донести таким образом, заочно преследуя двоих лидеров крымско-татарского народа? То есть вот о чем говорят эти уголовные дела? Я думаю, что эти уголовные дела говорят не о том, что местная крымская власть, марионеточная власть московская, хочет донести что-то до лидеров крымско-татарского национального движения. Я думаю, они больше хотят донести какой-то сигнал до своего московского начальства. Они показывают свое рвение, свою нетерпимость, свой патриотизм, как они его понимают, российский патриотизм. Я думаю, что это основная их цель, и, конечно, этому сопутствует желание показать свое рвение по службе, получить новые звездочки, должности, все, что сопутствует удачной полицейской карьере. Это, я думаю, основной мотив их. А вот у вас лично вызывает ли уголовное преследование, в том числе Мустафы Джемилева, в том числе его и преследовали, и он отсидел десятки лет во времена Советского Союза, вызывает ли у вас определенные аналогии, тоже как у диссидента, вот такие уголовные дела? То есть можно ли здесь проводить какие-то параллели? Вы знаете, параллели, разумеется, проводить можно, но, скажем, для Мустафы Джемилева, который там 1,5 десятка лет отсидел в советских зонах, в лагерях, в тюрьмах, вот такое преследование заочное, мне кажется, должно быть для него немножко смешно, это немножко комично выглядит. Знаете, в конце 17 века первый российский император Петр I, он был тогда еще совсем юным, ему было 10-11 лет, построил на Плещеевом озере в Ярославской губернии, под Ярославлем, построил потешный флот. Почти как настоящий, но только он не был боевым, да, это была игрушка, игрушечная. Вот сегодняшние крымские власти, правоохранительные так называемые власти, они делают нечто подобное. Они создают такой потешный процесс, на котором нету подсудимых, на котором абсолютно вздорные какие-то идиотские обвинения. Понимаете, это такая игра, которая рассчитана на то, что эту игру, тщательность этой игры заметят и оценят в Москве. По-моему, это довольно комичное зрелище. И вот есть еще такая версия и позиция, в том числе, о том, что уголовные преследования, тем более за события 6-летней давности, то есть в обвинении в отношении Мустафы Джемилева речь идет о том, что он пытался попасть в Крым в мае 2014 года, а в истории с уголовным преследованием Рифата Чубарова речь идет о митинге 26 февраля, за который, собственно, на скамье подсудимых оказалось несколько крымских татар, в том числе его зам Ахтем Чийгоз, который сейчас народный депутат Украины. И вот, собственно, эти уголовные преследования связывают в том числе с заявлением крымских татар о марше на Крым. То есть вот готовился марш на Крым, но его перенесли, и он сорвался в связи с пандемией коронавируса, и перенесли его на неопределенное время. Как вы вообще расцениваете вот такие попытки, в том числе организовать такой марш, насколько он может быть рискованным, и вот потому что крымские татары все-таки в первую очередь, если говорить о национальном движении крымских татар, то речь идет, конечно, в первую очередь о ненасильственной борьбе и мирной борьбе. Как вы могли бы оценить вот историю с маршем на Крым? Вы знаете, конечно, со стороны крымских татар это мирный способ сопротивления, но со стороны российской власти это ответ будет определенно не мирным, ответ будет репрессивным. Это, с моей точки зрения, марш на Крым – это хорошая идея, это правильная затея, но она, безусловно, рискованная, и люди, которые принимают в этом участие, могут серьезно пострадать. Для крымских татар ничего нового в этом нету, они десятилетиями боролись за возвращение в Крым, и теперь опять вынуждены продолжать делать то же самое. Возможно, кстати, что судебные процессы по делам Джемилева и Чубарова, они отчасти были
вызваны вот известием о том, что такой марш должен состояться. Это был как бы ответный ход российской власти. Это был ответ на это намерение. Ну и надо, кроме того, надо помнить и надо понимать, что эти нынешние процессы могут иметь какие-то другие последствия. Из этого дела после вынесения приговора могут быть выделены новые, другие дела уже против тех людей, которые находятся в Крыму. Я уж не говорю о том, что это может касаться имущества и, скажем, недвижимости, которая принадлежит фигурантам этих дел. Так что последствия могут быть. Но опять же, возвращаясь к аналогии с императором Петром I, надо вспомнить, что из его потешных полков потом родилась Преображенская и Семеновская гвардия, и родилось вполне боеспособное современное войско. Так что получится из этого потешного судебного процесса, это надо будет еще посмотреть. Александр, большое спасибо вам за комментарий и то, что подключились к нашему эфиру. Это был Александр Подробинник, российский журналист и диссидент. Он в том числе рассказал вот свою позицию, свое видение того по поводу уголовных преследований, заочных в отношении лидера крымских татар Мустафы Джемилева и главы Меджлиса Рифата Чубарова. А к нам по телефону присоединяется Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Юлия, вот как бы вы, как украинский политолог, аналитик, оценили, какой сигнал пытается донести местная власть в Крыму, российская, возбуждая уголовные дела в отношении двоих видных лидеров крымских татар Джемилева и Чубарова? Ну, вы знаете, мне кажется, что это, кстати, не совершенно местная крымская российская власть возбуждает эти дела. То есть там центр подобного возбуждения, мне кажется, находится гораздо севернее, да, то есть это применительно к Крыму в географическом плане, да, то есть мне кажется, что это, такая абсолютно осознанная, достаточно спланированная, целеустремленная, да, позиция с этими уголовными делами, с продолжением этих уголовных дел, с новыми инициированиями, и с тем, что эти, в общем-то, дела фактически логично продолжают еще дела там 2014-2015 года, да, то есть если посмотреть на вот эти так называемые составы преступления. По большому счету, как бы инициирование уголовных дел относительно Джемилева и Чубарова, оно, по сути, совпало с теми, анонсами протестных маршей на Крым, да, которые были перенесены в связи с эпидемией COVID, с одной стороны. С другой стороны, мы можем посмотреть такие сопутствующие, достаточно глубокие сюжеты. Например, декларирование украинской стороной попыток создания переговорных площадок по поводу Крыма, международных переговорных площадок имеется в виду. И эти инициативы, они достаточно активно комментируются в российских СМИ для Крыма. С такими уничижительными характеристиками. И эти уголовные дела, это, мне кажется, часть таких общих кампаний, как считает, очевидно, российская власть, да, и по дискредитации крымско-татарских национальных органов, представительства самоуправления крымских татар, с одной стороны, а с другой стороны, это, такие общие сигналы, которые указывают на такую сталость, да, устойчивость позиции российского руководства относительно Крыма. Один из сигналов, то есть там все гораздо запущеннее, но тем не менее. И плюс это еще попытка, в том числе, я бы не сказала, что это эксцесс исполнителей, но тем не менее это попытка тех, кто эти дела ведет, отчитывается, коммуницирует от имени власти, еще подчеркнуть все свои страшные усилия, направленные на это подтверждение российскости Крыма, и всяческое информационное, и не только сопровождение, да, вот этих тезисов.
То есть, если так резюмировать ваш ответ, то речь идет не о политических делах, а о геополитических делах. То есть здесь вот как бы все-таки идет речь о межгосударственных противостояниях и попытках кому-то чего-то доказать. Но мне кажется, что да, безусловно, да. То есть мы можем, конечно, это рассматривать там и с точки зрения там потешных полков, да, но мне кажется, что это все ну, по большому счету, поскольку это приводит все к более широким последствиям, это все гораздо шире. Если бы это было как бы какие-то узкие политические рамки, не было бы, наверное, скажем, дела в международном суде, ну, то есть в Гааге, да, то имеется в виду это иск Украины, да, относительно недотримання, прошу прощения, да, Конвенции ООН про расовую дискриминацию, да, запрещение расовой дискриминации, там, где, ну, в российском же законодательстве и российское решение Минюста, Меджлис крымско-татарского народа, который, лидером которого, главой которой является Чубаров, он же признан экстремистской организацией, да, что, в принципе, поддается, мягко говоря, сомнению, трактуется как, ну, собственно, такие репрессивные мероприятия, ну, со стороны международных институций, репрессивные мероприятия России, да, то есть если бы это было какие-то частные, ну, простите за сленг, разборки, то мне кажется, что вот этого в том числе и международного шлейфа, и общей этой политики бы не было. И вот, возвращаясь к вопросу о марше на Крым и о той версии, что это может быть такая вот превентивная реакция со стороны местных властей и следственных органов, запугать, чтобы вот крымские татары все-таки не проводили марш, который вот отложили на неопределенное время. Если говорить, может ли эта версия иметь под собой какие-то основания, это во-первых, а во-вторых, марш на Крым — это все-таки немножко мало прогнозируемое мероприятие. То есть какими могут быть последствия не только для самих участников, но и как это может отразиться в том числе вот в более масштабном каком-то контексте, если все-таки говорить о том, что марш проведут, просто вот пока что непонятно когда. Ну, вы знаете, мне сложно это сказать. Почему? Потому что одна ситуация, вот как это ни парадоксально, да, была еще когда мы не знали про ковид, про эпидемию, про события в Беларуси, ну и прочие разные сюжеты. Ну, когда, собственно, эта инициатива провозглашалась. И сейчас другая ситуация. То есть посмотрим вообще, как будут развиваться эти события. Конечно, марш — это, ну, составляющая со многими неизвестными. Для российской власти, да, вот мы же еще помним, что как только эти инициативы о марше были, ну, как бы анонсированы, там уже начались определенное давление, да, на крымско-татарских активистов, да, там связанное с разного рода уведомлениями, да, там, что не принимайте там участие, туда не ходите. Там, ну, и плюс это было еще с 18 мая, по большому счету, связано, там, несмотря на все эти карантинные мероприятия и так далее. Это марш вот для вот этой всей истории, это в том числе такая своеобразная побудительная, да, вот причина. Вот мне кажется. А, ну, все эти, ну, вот эти криминальные дела, это все-таки немножечко даже, ну, со всем уважением относясь к маршу, тут немножечко более широкий контекст. Ну и плюс, смотрите, в 2014 году были эти запреты на въезд, да, в Российскую Федерацию. Сейчас у нас 20-й, то есть это, ну, 5-летние эти запреты анонсировались, да, поэтому тут еще и превенции, ну, такого рода, да, хотя там и в 2015 году уголовные дела эти были, ну, то есть разные циклы возобновления, я просто уже сейчас даже вам не воспроизведу, значит, все вот эти вот статьи, все уголовные рассмотрения и дела, которые, по сути, рассматриваются, судебное дело относительно Мустафы Джемилева, да, которая рассматривается в крымских судах. Но, то есть, марш, это важно, но я бы говорила, ну, как бы, про общую такую канву
общей российской политики, связанной с крымскими татарами, с представительскими органами крымских татар, то есть системой Меджлис-Курултай, и тут же ситуация вообще не меняется, да, то есть, и российская сторона, по большому счету, она как бы поддерживает какие-то лояльные себе организации, но при этом никаких других точек соприкосновения, никаких других поползновений, да, тут нет. Юлия, по отношению к нелояльным организациям. Да, и вот возвращаясь к уголовным делам непосредственно, если говорить, мы наблюдаем с 2014 года целую серию политически мотивированных уголовных дел, и это речь идет не только о деле Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова, речь идет о десятках политзаключенных, в том числе по делам Хизбут Тахрир. Есть ли внимание со стороны международного сообщества, если говорить о правах человека в Крыму, и может ли быть какая-то реакция со стороны международного сообщества, потому что с большой долей вероятности мы увидим приговоры по этим делам, и какой должна быть эта реакция с вашей точки зрения? Смотрите, по состоянию на лето, да, то есть практически 70 человек, да, это политзаключенных, это крымские татары. То есть там разные дела, разные причины их задержания. В основном реакция международных структур, да, она носит политический характер, да, то есть в каждом международном отчете, будь то ООН или какие-то резолюции Совета Европы или какие-то заявления Европейской комиссии, безусловно, эти случаи упоминаются. Единственное, нет такой стопроцентной связи, например, с усилением международных санкций по отношению к России за оккупацию Крыма, да, непосредственно связи с нарушениями прав человека, потому что это нарушение прав человека, имею в виду уголовные дела и то, что происходит, эти репрессивные шаги. Но, тем не менее, безусловно, в общем восприятии это все взаимосвязано. Но сейчас анонсируется очередное увеличение расширение этого санкционного списка со стороны Евросоюза, по крайней мере, но там причины, связанные со строительством Крымского моста. Понятно, что это секторальные санкции, что они достаточно точечные, но и мне кажется, что это недостаточная реакция на то, что происходит в Крыму, в той сфере, о которой мы с вами говорим. То есть здесь от выражения глубокой обеспокоенности и политических заявлений, до, в принципе, этих введения санкционных различных практик, которые совершенно прямо, да, то есть формулировки там не связаны именно с задержаниями, арестами. Хотя, еще раз скажу, то есть во всех международных отчетах, да, правовых, об этом, безусловно, говорится. И когда мы помним, были, например, обмены, да, например, Умеров, тогда и Чегос, там тоже были соответствующие заявления наших европейских партнеров, да, и в принципе это в поле внимания. Юлия, большое спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню, что это была Юлия Тищенко, политический аналитик. И сегодня мы главной темой нашего вечернего эфира были уголовные дела в отношении лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого обвиняют в попытке незаконного пересечения административной границы с Крымом в мае 2014 года. Это буквально формулировка Следственного комитета. Говорил об этом в том числе Николай Полозов, рассказывал о позиции защиты, о том, что происходило в эти дни в зале суда в Армянске, где проходит заочно судебный процесс в отношении Мустафы Джемилева. И также говорили о судебном процессе, который идет параллельно процессу Мустафы Джемилева, судебном процессе в отношении главы Меджлиса Рифата Чубарова, которого в Крыму местные власти обвиняют в том, что он якобы организовал митинг, который повлек за собой массовые беспорядки 26 февраля 2014 года, и там речь идет о событиях 6-летней давности.
Таким выдался. Говорили мы о таких, вот на такую тему мы говорили в нашей главной, это была главная наша тема нашего вечернего эфира. Я с вами не прощаюсь, мы продолжим буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». В студии по-прежнему для вас работает Тарас Ибрагимов, и я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой Украины могут звонить по телефону 044 490 2905, и мы переходим к следующей теме нашего вечернего эфира. Крымские татары, ветераны войны на Донбассе, создали общественную организацию «Военное патриотическое объединение крымско-татарских участников боевых действий Крым-Гази». Цель организации – помочь крымским татарам, которые участвовали в военных действиях на востоке Украины. Учредители заявили, что целью Крым-Гази является помощь крымским татарам, которые принимали участие в военных действиях на востоке Украины, в удовлетворение социальных потребностей и отстаивание своих прав. Основатели объяснили, что ветераны сталкиваются с бюрократией, непониманием и ненадлежащим исполнением своих обязанностей государственными органами, в том числе из-за подготовки документов. Создание организации заняло 3 года. Одной из мотиваций сосредоточиться именно на крымских татарах стало и то, что бойцы батальона «Крым» до сих пор не получили заслуженный статус участников боевых действий. Как именно планирует организация помогать военным, расскажет ее глава Рустем Халилов. Он с нами на связи. Рустем, добрый вечер. Добрый вечер. Собственно, первый вопрос. Почему военные крымские татары решили объединить свои усилия только сейчас? Но мы все служим в разных местах. А кто-то должен заниматься этими проблемами, понимаете? У нас нету дома, у нас нету... как обычно бывает, если кто-то служит, а жена побежала туда, сестра побежала сюда, у нас такой возможности нет. Нам по большому счету в отпуск-то некуда поехать, да? А проблемы существуют, то есть там государство определило какие-то льготы и это, но мы не можем с самого начала, вот как переселенцы, зарегистрироваться, да? Поймите, для того, чтобы подать, например, на ту же 280-ю постанову, надо сначала где-то зарегистрироваться. Как переселенец. У нас даже нет такой возможности. Вот для того и создали, определили ребят, которые уже уволились по направлениям. Каждый будет заниматься своим направлением, чтобы помогать ребятам. Пока он служит, пока он воюет здесь, помочь ему собрать документы, зарегистрировать, подать в одно министерство, в другое, в соцзахист, еще куда-то. Хоть как-то помогать. 7-й год войны, дело в том, что не думали, что это затянется на так долго. Никто и не собирался этого делать, по большому счету, не затем шли. Но, увы, это уже 7-й год, а жить-то надо как-то дальше. А вот если конкретизировать, все-таки о каких направлениях в организации, о чем вы сказали, идет речь, и вот какими вот направлениями будет заниматься организация? Направление – это самая большая проблема – жилье. То есть, первое – это зарегистрировать как переселенца, раз, собрать и подать пакет документов по 280-й постанове Кабмина, 2, попробовать на то время, пока будет реализована и пока будет реализована эта 280-я постанова, попробовать помочь социальным жильем. Это 3. То есть первые моменты – это жилье.
После того, как у человека уже появился хоть какой-то уголок, хоть какая-то крыша над головой, можно говорить о чем-то дальше, да, двигаться. Мы будем помогать и делаем первые шаги в этом, в получении статуса участников боевых действий для тех, кто воевал в Добробатах и не пошел дальше служить в ЗСУ. Мы будем помогать обязательно в лечении и реабилитации этих ребят. Это ж только в американской армии 3 месяца на боевых, 9 месяцев на реабилитацию. Нами никто не занимался. Мы будем помогать пытаться, да, войти. То есть вот с Ахтемом Ситабаевым договорились о том, чтобы сделать совместную программу и снять небольшой документальный фильм о наших ребятах. Да, нас немного, но мы есть, да, есть. Чтобы рассказать о каждом, что вот каждый, по сути, каждый этот человек, каждый этот парень, он совершил подвиг, да, он бросил дом, он бросил все, он пошел в неизвестность, он пошел и по сей день он в этой неизвестности, он подвешенный между небом и землей. Все хотят вернуться домой в Крым, все хотят, ну, чтобы рядом была семья, да, то есть, ну, если хоть в чем-то, хоть какой-то мелочи я смогу и мои друзья смогут помочь в этом, я считаю, что мы уже не зря организовались и не зря... Рустем, а вот я в том числе упоминал историю с батальона «Крым», участниками которого до сих пор не могут получить статус участника боевых действий. Возглавляет этот батальон Иса Акаев, военный. Они участвовали в том числе в 2016 году в штурме Саур-Могилы. То есть это такие достаточно известные легендарные события, если говорить о войне на востоке Украины. Как вам кажется, почему пришлось создавать эту организацию, и почему государство не всегда реагирует на потребности военных, в том числе военных из Крыма? Но я боюсь, причина только в одном. Она не только на нас так реагирует, она реагирует вообще на всех военных, да, то есть вот этот, знаете, момент усталости в кавычках общества от войны, да, то есть, ой, надоели эти атошники. И мы это видим, мы это слышим, это очень часто произносится, это равнодушие чиновников. Но на самом деле этих ребят, они, вы очень правильно говорите, легендарные личности, каждый из них, о них снимают фильмы, их показывают по телевизору, но самого элементарного статуса участника боевых действий еще до сих пор не дали, да, ну... Я не знаю, с чем это связано. С политикой государства так относиться к людям. Ну, к сожалению, это касается не только крымских татар. Это мы занимаемся ребятами крымскими татарами. А так возьмите любого атошника, который вышел с Крыма. У многих у них устроена жизнь, у многих у них устроена судьба. Нет. Может быть, их кого-то там... Нет, у всех такая проблема. Просто, понимаете, ну вот мы решили именно нашими ребятами заниматься, но при этом мы никому не откажем. Если кто-то придет из ребят и скажет, я крымский, я воевал, мы любому поможем. За любого станем и пойдем. Но вот решили начать именно с наших ребят. Долго шли к этому, долго собирались, но в итоге пришли, вот начали двигаться. Но я вам скажу, бюрократический барьер, он, ну, очень, очень высок, очень, ну, будем пробиваться. А вот вы отметили несколько направлений и несколько проблем, которые существуют, с которыми сталкиваются военные, в том числе и из Крыма. Это статус участника боевых действий, в том числе и оказание психологической и реабилитационной помощи, и жилье. Вы могли бы вот как-то расставить вот эти проблемы по мере вот их, скажем так, возрастания или убывания, наоборот? То есть вот что главное, с чем вот сейчас, или какая из проблем наиболее массовая среди крымских татар, или это вот целый комплекс? Нет, на самом деле это в комплексе, но именно начинается с жилья, вы поймите. То есть, давайте так, вот едет человек в отпуск, да, он едет домой, он попадает в семью,
А мы куда едем? Мы едем по друзьям, 3 дня там, 3 дня там. То есть самая большая проблема – это жилье. Самая большая проблема. На него и накручивается, да, то есть все остальное. Но одно из другого вы не сможете решить следующую проблему, если не будет решена предыдущая, да, то есть, лечить и реабилитацией заниматься парня, можно положить в госпиталь, можно отправить куда-то за границу, благо есть добрые люди, волонтеры, можно это все решить, да, то есть, а потом парень вернется и будет дальше жить на вокзале, согласитесь, абсурдно, да, звучит, то есть, если уже заниматься проблемами, надо заниматься комплексно. И самая главная проблема у нас – это жилье. Окей. Если говорить о том, как вот вы пытаетесь решить эти проблемы, то есть ли уже какие-то истории отдельные, что вот вам удалось, допустим, сдвинуть с мертвой точки историю с неоформлением участника боевых действий? Или там вот все-таки договориться с каким-то общежитием в Киеве и дать возможность вот постоянного, более-менее постоянного стабильного жилья для военных, которые вот там в период ротации находятся пока в Киеве? К сожалению, вот такими вещами я похвастаться не могу. По поводу статуса участников боевых действий мы проработали вариант 1 с Министерством ветеранов. К сожалению, не получилось. То есть есть там определенная процедура. Теперь мы занимаемся уже, по другой, да, то есть по другому варианту. По поводу предоставления социального жилья, ведем переговоры, в том числе и на мэрии выходим. Пока, к сожалению, и по большому счету работаем-то мы всего 1,5 месяца, да, то есть пока похвастаться я, ничем не могу. Вроде бы, да, люди идут нам навстречу, вроде бы, да, обещают помогать, но пока что ни один вопрос, который мы поднимали, еще не сдвинулся с места, к сожалению. Но мы надеемся, что тоже Министерство ветеранов или вот у нас должна быть встреча с Министерством реинтеграции. Это же не будут, все-таки люди занимают такие высокие посады, давая обещания, они же не просто так их дают. Но мы понимаем, что на все нужно время. Нам обещали помогать многие чиновники, многие... А у вас была встреча все-таки вот не так давно, на прошлой неделе, с Антоном Кореневичем, представителем президента в Автономной Республике Крым. Да. Что обсуждалось на этой встрече? Даже не так. Антон Кореневич помог нам в каком? Под его патронатом мы встретились с заместителем министра по делам ветеранов. И на этой встрече поднимались как раз все эти вопросы. Под его же патронатом должна пройти встреча Министерства реинтеграции. Все вопросы поднялись, в принципе, разрабатываем механизмы решения их, но нам помогают. Я ни в чем не... Там вот директор департамента этих соцзахисту Министерства ветеранов нам помогают, подсказывают, консультируют. Но понимаете как, 6 с лишним лет никто этим не занимался, да? То есть это все... Надо поднять, надо найти все эти документы, надо найти этих свидетелей, надо договориться о встрече там. А сегодня, опять мы же поперечные попали. Сейчас все заняты выборами, все заняты какими-то такими политическими моментами, но добиться встречи с каким-то чиновником большого, высокого ранга, к сожалению, тяжело, да. Но все равно мы двигаемся. А вот если говорить все-таки про организацию, и сколько человек в организации, и сколько людей вот к вам уже там обратилось, или вот вы уже пытаетесь как-то решить ее проблему, хотя говорите, что пока что не можете похвастаться, о каких приблизительно цифрах идет речь? О цифрах, если вы позволите, я не буду. Нас много. Скажем так. Нас достаточно много, чтобы мы именно говорили
о проблемах не как проблеме одного или двух человек, а как такой... Что ж, Рустем, спасибо. Я понял, что вы не хотите озвучивать конкретные цифры, и это, наверное, оправдано с вашей стороны. Я напомню, что мы говорили с Рустемом Халиловым. Это был глава организации «Крым-Гази», которая призвана и создана для того, чтобы помогать военным из Крыма.